Здравствуйте, меня зовут Никифор Эрхан, ученик 7 класса МБУ Магаравский СОЖ имени Лукиновича Харитонова, руководитель Атласова Анастасия Александровна, преподаватель ДНК СМФУ. Актуальность темы спектр использования ГИС-технологий очень велик, и перечислять все аспекты, которые они затрагивают, можно бесконечно. Используя современные дистанционные методы мониторинга и ГИС, возможно обеспечить сельское хозяйство оперативной информацией о состоянии земель, проводить эффективный контроль и управление использованием в сельском хозяйстве. Применение информационных технологий в сельском хозяйстве на сегодня является одним из перспективных и интенсивно развивающихся направлений. Цель моего исследования – изучить возможности ГИС для мониторинга, вегетационный индекс NDVI, сравнить типы культуры города Якутск и города Новосибирск. Задача – использовать литературу по данной теме, сравнить вегетационный индекс NDVI, определить и сравнить типы культур. Предметная область – география и растениеводство. Объект исследования – возможность ГИС в сельском хозяйстве. Определить исследование, сбор информации о индексе NDVI, о яровых и озимых культурах. Методы исследования, метод изучения литературы, обобщение и систематизация материала по данной теме, фиксация этапов работы. Гипотезой исследования является утверждение, что использование современных технологий помогут к оперативному информационному и состоянию Земли. Новизна исследования работы состоит в том, что до сегодняшнего дня никто не занимался поиском изучения возможностей ГИС в нашей школе. Геоинформационная платформа QGIS и GeoMixer. Алгоритм расчета вегетационный индекс NDVI по информационной системе QGIS. На рисунке показан слой в начале сезона. Видны более активные поля, различные водоемные поля. На рисунке изображен слой в конце сезона. Красным цветом показан река Лена. Озимая культура. Временный отрезок с июля 2018 года по апрель 2019 года. Озимые культуры – однолетние растения зерновых, чаще злаковых семейств. Это озимая культура. Вот это яровая культура. Высеются весной, урожай собирают в этом же году. Сравнение хода работы в QGIS и GeoMixer. Мне было удобно работать с геоинформационной платформой GeoMixer. Онлайн GeoMixer – это векторный слой объекта, которые могут быть отображены на какой-то определенный промежуток времени. При этом не просто приходится фильтрация данных в моменте визуализации, но и оптимизация передачи данных с сервера. Таким образом, становится возможность создавать слои практически с неограниченным количеством данных, при условии, что при просмотре данных будет выбрана разумная пространственная временная область. С помощью GeoMixer можно быстро и понятно мне редактировать векторные объекты и работать с данными в табличном виде. Из графиков слоев можно определить NDVI почвы, температуру, когда в них в году можно было много осадков, управление отображением и поведением объектов на карте, загрузкой отдельных слоев и целых проектов из базы данных. GeoMixer загружается даже с телефона, и можно посмотреть весь слой. Заключение. В результате работы с ГИС я понял, что новые технологии о том, что числе QGIS и GeoMixer возможны для современного информации и использования в сельском хозяйстве. О состоянии земель проводить эффективный контроль и управление в использовании в сельском хозяйстве. Данный ГИС пользуется, проводит мониторинг культуры по разной теме стадии их развития. Спасибо за внимание.